Сотрудники ЖКХ на севере Таджикистана травят жильцов, угрожая отключить свет. ЖКХ требует погасить долг в 15 тысяч сомани. Жильцы не знают, откуда такой долг взялся. Таджиков не перестают обворовывать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая на самом деле власть в стране и почему до сих пор так бедно живут люди. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Генеральная прокуратура Таджикистана создала специальную следственную группу для выявления хищений электроэнергии. МВД Таджикистана заявило, что ряд сотрудников ОАО «Душанбинские электрические сети» подозреваются в воровстве в 150 миллионов киловатт-часов электроэнергии на сумму 68 миллионов сомани, более 6 миллионов долларов. Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон в своем приказе о сформировании специальной следственной комиссии обязал следователей проверить в том числе факты хищения и потери электроэнергии во всех регионах страны. Следственной группе предстоит также уточнить, почему в стране до сих пор не внедрена новая система оплаты за использованное электричество, хотя обещали уже достаточно давно. Специальная следственная группа Генпрокуратура была создана еще 30 октября. За 2 недели до того заместитель министра внутренних дел Таджикистана Абдурахмон Аламзода отправил главе электрохолдинга Барки Тачик Мирзо Исмаилзоде результаты ревизии в ОАО «Душанбинские электрические сети». В документе говорится в частности о хищении столичной электроэнергии. По официальным данным, сейчас общий долг электрохолдинга Барки Тачик составляет 2,5 миллиарда. Тем временем жители регионов Таджикистана жалуются на отключение электроэнергии в определенные часы, дневное и ночное время суток, что просто невозможно уже терпеть. А у вас часто отключают электроэнергию? Свои ответы пишите нам в комментарии. Судя по результатам ревизии сотрудников МВД Таджикистана, в столице раскрыта деятельность мошеннической сети, которая занималась похищением денег за использование электроэнергии. В преступную группу, под данным правоохранительного ведомства страны, входили Хусейн Худайкулов, руководитель службы реализации электроэнергии ОАО «Душанбинские электрические сети», Манучехр Урханзон, глава столичной энергосети, а также Нурулло, программист отдела расчетов компании. В МВД утверждают, что имеются неоспоримые факты мошенничества в столичной энергосети. Согласно схеме, члены группы добавляли в квитанции клиентов неиспользованные ими сотни киловатт-часов электроэнергии. Потом их списывали, якобы они были подарены клиентам. На самом же деле эти киловатты-часы продавались по низкой цене другим клиентам. В частности, контролеры 13 апреля 2020 года добавили в квитанцию жительницы района Фирдавси 3 миллиона киловатт-часов электричества. В ходе ревизии выяснилось, что с сентября 2018 года ни дня эта женщина не проживала в этом доме. Сумма конфискованной электроэнергии по отчетам контролеров составила 679 тысяч сомани, хотя женщина даже не жила в том доме и не могла использовать столько киловатт электросети. Пресс-секретарь энергохолдинга Барки Тачик заявил, что о результатах ревизии столичной энергосети ничего не знает, так как находится в отпуске по состоянию здоровья. Стоит также отметить, что при проверке в столичной энергосети многие также резко ушли на больничный. Тем временем один из ветеранов столичной электросети в условиях анонимности подтвердил существование различных мошеннических схем в энергетическом секторе. По его словам, многие схемы остаются нераскрытыми из-за того, что руководство ООО «Душанбинские электрические сети» предоставляет мэру столицы Рустаму Эмомали ложную статистику о сборе средств за использованное электричество, а также об авариях на подстанциях. К примеру, за первое полугодие 2020 года контролеры собрали у населения около 76% денег за использованное электричество. Однако глава Душанбинской электросети предоставил мэру отчет о том, что собрано 90% средств, сказал наш собеседник. По его словам, за 6 месяцев в подстанциях города произошло более 1070 аварий, однако в отчете градоначальнику фигурирует совсем другая цифра – 208 аварий. По сути, они отмывают деньги как могут, но за счет, к сожалению, обычных таджиков. Тема повышения тарифов на электроэнергию в Таджикистане является очень чувствительным для населения вопросом. Многие домохозяйства считают текущие тарифы неподъемными, и это правда. Скажите, а как у вас обстоят с этим дела? Хватит уже молчать и терпеть то, что они делают с обычным народом. Давайте вместе поднимать эту тему. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.